И до сих пор это его детище, это ассоциация «Подросток», непосредственно организация, которая многие-многие годы проекта нам знакомы. Александр Григорьевич, пожалуйста, вам слово. Ага. Добрый день. Я очень рад приветствовать наших гостей. Не могу говорить в левое ухо прямо ваш бас. Потом. Я не выпендриваюсь, просто я правда не могу говорить одновременно со мной. Я хочу поприветствовать наших друзей, и мне хочется маленько перед вами похвастаться. Дело в том, что вот вы находитесь на родине первого в Советском Союзе приюта для детей, ушедших из дома и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Именно мы в 90-м году сделали такой приют, и он существовал 3 года при ассоциации «Подросток». И я помню этот немой такой укор, когда представители Якутии поехали в Санкт-Петербург учиться, как делать приют, а им сказали: а что вы к нам приехали, если у вас там Подголов и ассоциация «Подросток». Но это и о том, что наконец-то этот вопрос стали серьезно обсуждать, и к нему стали подходить. А тогда это было какое-то непонимание. И я вот благодарен своим друзьям, которым мы дружим. Я, кстати, сейчас почитал. У нас с Ольгой Михайловной в этом году исполнилось 25 лет, как мы познакомились и начали сотрудничать, а с Леной Павловной 15. Да, вот. И все время это как-то соединялось, когда я был депутатом 2-го созыва, потом 4-го созыва. И я прошу прощения у вас, Зина Семеновна, наконец-то я вас узнал. Я очень восхищен этой женщиной, если вот вы не знаете. Я тоже, когда был депутатом, был в Неринге и был в этом центре для детей глухонемых. Я для себя так называю, для меня это более понятно, чем произносить всю эту тираду. Да. Сувок называется, да. Очень легендарная женщина, то, что она сделала. Вообще вот рад вас видеть в Якутске. Вот. А еще мне хотелось бы остановиться вот по поводу сказать, и то, что мы сейчас планируем, и вообще идея, чтобы я опять стал депутатом, это вот мы, помню, обсуждали с Ольгой Михайловной. У нас был шедевриальный закон. Я считаю, что он был шедевриальный. Это закон о семейном детском доме. Это когда приемные семьи становились маленьким детским домом, и папа получал как директор детского дома, а мама как там, находили какую-то должность, а за их дом платили как государство коммунальные услуги, детей возили в отпуска и прочее, как возят детские дома. И вот у нас вот такой закон, он был, и я помню, как в течение целого года прокуратура заставляла нас, чтобы мы от него отказались, а я все время тянул резину, почему мы его не можем отказаться, потому что он не соответствует федеральному законодательству. Ну, в конце концов, мы от него отказались. И вот теперь одна из главных моих задач – вернуть этот закон, потому что мы можем привести пример. Жаль, что вы у нас очень мало. И у вас можно было бы познакомить с этими семьями, которые начинали, там, Павловы, Решетниковы, которые вот по 20 детей воспитывают. И какие у них дома, и вот они были в этом законе, и на самом деле сколько это было пользы. И вот Елена Павловна, вспомни, да, Елену Павловну наказывали за то, что мы принимали там, что давайте учить детей мыть полы. Елена Павловна говорит: ну давайте, прокуратура же придет, меня накажет. И вот представляете, вот мы как инкогнито заставляли, учили детей мыть посуду, потому что прокуратура не разрешает мыть посуду. Чтобы дети стирали. Да. Вот так все это утрировано, да. И эту программу придумывали, чтобы их селить в другой дом, чтобы они отдельно. А вот в этих приемных семьях дети растут, и они нормально социализируются, выходят в жизнь нормальными детьми. А я когда был главой промышленного округа, и мы дали детям этим квартиры, и через полгода, когда туда заехал, они не умеют ухаживать за своей квартирой, они не моют посуду, да? Они не покупают себе одежду, они не умеют готовить. И вот эту проблему, ее надо снимать с государства. Ее надо, это вот то, что Алена Николаевна сейчас говорила, это надо вот делать то, что у нас сейчас Ольга Михайловна содержит этот кризисный центр. И я считал, что чем меньше вот эта глобализация,
вот этих объединений, вот этих детских домов очень большое. Мне кажется, над этой темой надо думать. Я не считаю, что это хорошо. Но это мое личное мнение, может быть, оно ошибочное. Хотя личный опыт детей из детских домов, поверьте мне, с которыми я общаюсь, показывает, что где дети воспитывались в маленьких детских домах, из них они выходят нормальные. И те, которые выходят из этих глобальных, вот какие у них в жизни сейчас. Они ничего не умеют. Вот ей 50 лет, она мне приходит и говорит: помоги мне, Саша. Я говорю: ты уже 50 лет, ты уже должна помогать. А она все ждет помощи. Поэтому над этим надо задуматься. К сожалению, я не смогу побывать на вашем семинаре, который вы будете проводить, но я надеюсь, мне Ольга Михайловна сказала, что запишет, и я с удовольствием послушаю. Вот, я надеюсь, у вас пройдет все здорово, классно, и заметна ваша заинтересованность, поэтому я желаю вам успехов. И извините, у депутатов это представительские функции. Я сейчас должен ехать в другое место, выполнять вот эти представительские функции, потому что я там вице-спикер. Спасибо. Большое спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо, Александр Григорьевич. Вам спасибо за преданность детству. Так, ну, уважаемые коллеги, мы уже вот как бы исчерпали наших выступлений, которые сегодня запланированы официально. Мы сейчас переходим к свободному микрофону, к обсуждению. Конечно, бы хотелось мне слово предоставить нашему уполномоченному по правам ребенка в Республике Саха-Якутия Туяре Валерьевне Васильевой, для того, чтобы она как-то вот обозначила, наверное, какие-то основные аспекты. Насколько я знаю, Туяра Валерьевна только что вернулась со съезда уполномоченных на Дальневосточном федеральном округе. Наверное, ей есть что нам сказать. Давайте мы ее послушаем. Центр поддержки женщин в трудной жизненной ситуации, который открыт Ольгой Михайловной, он единственный в нашей республике. И когда я в нем побывала, я посмотрела условия, там очень хорошие. В центре очень хорошие условия созданы для женщин с детьми. И это очень хорошо, что Ольга Михайловна взяла такое сложное направление, потому что действительно, как вот сказали до этого спикера, иногда вот государству не хватает, как сказать, не доходит руки, чтобы вот открыть такой центр. По статистике обращений к нам поступали порядка 10 обращений, которые пострадали от жестокого обращения, от насилия в семье, и которые попали в очень трудную жизненную ситуацию. Из них 3 женщины прошли через центр Ольги Михайловны. Всесторонне помогли этим женщинам. Одна из них даже стала, это женщина-сирота, которая лишилась, которая не была поставлена в очередь как сирота и выиграла в суде это дело, и сейчас она стоит в очереди на получение жилья. Так что очень хорошие результаты работы этого центра. Из тех 10 обращений 7 женщин, у них была возможность, кто-то переехал в другой регион от мужа тирана, кто-то к родственникам переехал. То есть вот в этот центр обращаются именно женщины, которые действительно в такой ситуации, когда некому обратиться. Основное направление уполномоченного при президенте по правам ребенка – это дети в семье. То есть ребенок должен оставаться в кровной семье, в семье родственников, и как раз-таки центр выполняет вот эту функцию, то, что не разъединяются дети с матерью. И
И хотелось бы сказать, что вот у нас в Кирове в середине ноября будет как раз-таки форум, посвященный вот этому направлению «Дети в семье» от 0 до 4. То есть самое травматичное для ребенка – это оказаться в детском доме, в приюте в таком нежном детском возрасте. У нас вот тоже поступают такие обращения, когда у бьющей женщины отнимают ребенка, и мы в ручном режиме вмешиваемся в каждую такую ситуацию и стараемся сразу передать детей или родственникам, или временно в социальное учреждение. Например, вот был случай нашумевший, когда в соцсетях женщину ограничили в родительских правах за жестокое обращение в прямом эфире. И вот буквально при нашем содействии была оформлена опека, временная опека на сестру этой женщины. И в понедельник, вот буквально вот я на связи нахожусь с этой семьей, детей забрали из детского дома, из дома ребенка и передали от родственницы. Сейчас они благополучно устроились. Сейчас работаем над тем, чтобы мама восстанавливалась в родительских правах. Ну, вот коротко так. Хорошо, И хотела бы, спасибо. конечно, поблагодарить Ольгу Михайловну, потому что выполняет такую очень нужную для наших женщин, для семей с детьми такую нужную работу. Ага, Анастасия Николаевна вопрос хочет задать. Да, у меня не вопрос, у меня дополнение. То, что сказала Туяра Валерьевна. Как сказали, обо мне, директор официального содействия семейного воспитания, Берегиня, Дьяконова Анастасия Николаевна. На сегодня мое учреждение представляет из себя это 2 в 1. То есть у меня проживает несколько детей, по которым мы работаем в соответствии с 120-м федеральным законом, и статусные дети. У меня, например, в личном отделении по нестатусным детям прием детей от 3 до 18 лет. И в продолжение то, что говорит Туяра Валерьевна, нам бы хотелось, чтобы наши коллеги из Министерства внутренних дел при помещении ребенка в казенное учреждение прежде всего максимально искали бы родных. Пусть несмотря на то, что родная мама не смотрит, но все равно мама, если она все-таки на территории проживает уже достаточно давно, то, скорее всего, родственники есть. О чем, например, говорят наши факты в том плане, что мы иногда переполняемся. По нестатусным детям отделением является 47 койко-мест. Мы периодически переполняемся, но в соответствии с законом я не имею права принимать превышающее количество. И на период, на 2-3 дня, когда мы закрываемся, все-таки наши коллеги как-то умудряются найти родственников. Вот. И мне бы хотелось, чтобы в межвиде вот этот момент именно по линии МВД, какие есть нормативные законы, да, или по технологические какие-то возможности. Вот у меня рядом со мной коллега Розалия Иннокентьевна, простите, они, например, перед тем поместить ребенка после изъятия семьи, максимально ищут родственников. Максимально. А вот другие наши коллеги нет. И по программе 0,4, то, что сказала Туяра Валерьевна, мы сейчас максимально начинаем приближаться к этой теме. На форуме эта тема поднимался по линии Гордеевой. Я познакомилась лично с «Солнечным городом», благотворительный фонд, с Мариной Анатольевной. Я начинаю узнавать у нее вот эти технологии работы именно по 0,4, чтобы минимальное помещение для малютки было. Чтобы только-только конкретно это была бы мигрирующая, например, семья, не имеющая родственников. Да? Мы взяли ребенка и минимально поддержали, максимально быстрее бы передали бы в семью. То есть мы должны сейчас работать на то, чтобы мы имели ресурсные семьи, чтобы передавать потом семью. По линии Министерства труда мы сейчас опробируем эти моменты, пытаемся поймать. Наверное, нам, скорее всего, прежде всего нужно будет следующую работу провести, да, наверное, она будет своими нами, нашими усилиями, извне это руководство решит. Но наша задача, конечно же, это поиск ресурсных семей как можно больше и как можно качественнее. Ну вот межведу хотелось бы, да,
на семинаре наши коллеги по линии Министерства труда подъедут, все подключатся сегодня к семинару. Сюда лучше подойдут. Спасибо. Анастасия Николаевна, Прошу прощения, можно немножко прокомментировать? да, комментарий пожалуйста. вас, потому что вы очень такую важную проблему затрагиваете. Да, Но тут особенность в том все-таки, что мировосприятие сотрудников естественно. органов правопорядка направлено совсем на другое. Да, И, профилактика. вот, да, опять же, есть их нормативка, очень достаточно четкие критерии, в каких случаях они должны перемещать ребенка в ваше учреждение. И когда вы предлагаете им заниматься поиском кровных родственников, они, скорее всего, даже не поймут, о чем идет речь, и потому почему они должны этим заниматься. Это не их Вот. полномочия. А здесь, скорее всего, предложение ваше, наверное, в большей степени ведомства и его подведомственные учреждения. Когда мы говорим о перемещении детей, особенно категории от 0 до 4 лет, как правило, это семьи с очень глубокой степенью семейного кризиса. Это не то, что случилось вот буквально вчера, что все было в семье прекрасно, и тут вдруг неожиданно папа побил ребенка или маму так, что они встать не могут. В большей степени это те семьи, которые уже находятся на учете в ваших учреждениях, которые до этого получали социальные услуги, которые специалисты по соцработе в той или иной степени знают. Но в теории должны знать достаточно хорошо. И, соответственно, родственное окружение этих семей уже должно быть вам известно. Более того, вы говорите о том, что ребенок к вам попадает, и ваша задача, чтобы он побыл у вас как можно меньше и ушел к родственникам. А в идеале следующий шаг вашего учреждения, это чтобы он вообще к вам не попадал. Но это не только ваша, конечно, забота, и даже не столько ваша задача, сколько в целом всей системы профилактики, опека, система центра помощи, социальной помощи семье и детям. Вот именно их задача работать на профилактику размещения, не на то, чтобы он как можно меньше провел в учреждении, а на то, чтобы он вообще не был в учреждении. Вот если вы услышали задачи проекта 04, то в принципе его главная задача это сделать так, чтобы дома ребенка в нынешнем виде не было вообще после 2025 года. Он должен либо вообще исчезнуть как учреждение, не оставив по себе следа, либо перерасти во что-то другое. Например, в нашем регионе это Центр паллиативной помощи семье и детям. Но поскольку вы от Минздрава его уже откусили, то паллиативом заниматься не сможете, наверное, будете что-то. Ну, если он сможет у вас отобрать, как бы, не знаю, кто у вас более весом в системе вашей власти, как бы, но... Вы едино подчинились вообще-то, да? Ну, это еще ни о чем не говорит, как бы, там, но на самом деле, да, если он уже ваш, как бы, то, скорее всего, вам потом придется думать, а какое новое учреждение возникнет на его базе, когда дети в возрасте от 0 до 4 лет, по идее, они вообще не должны туда там попадать. Либо очень небольшое количество в тех ситуациях, когда уже нет родственного окружения, не нашли замещающую семью. Да, мы понимаем, что такие случаи будут в течение года, но они должны носить единичный характер. Поэтому помогайте вашим коллегам из учреждений искать родственное окружение, на МВД не рассчитывайте, даже если вы будете тормошить со всех сторон и пока колоть, Скорее всего, они этим не в озаботятся. организацию семей надо новую колонку, близкие родственники. Совершенно уже верно. проводить Да, работу. Она Да. обязательно должна быть там, да, более того, Работа уже на ранней Нет, стадии. ну законного представителя они обязаны найти. Они, законно да, представитель, да, да. вы же, как правило, у него их забираете. Мама приходит с работы, мама приходит с ребенком с работы, а ребенок у нас находится. То есть она трезвая, она нормальная. А, вот это другая, Да, кстати, я тема. это Да, другое. отдельно проговаривать с Да. коллегами И из она МВД, возмущена. да, на Возмущение совместном все на нас. мероприятии, что перемещений без участия законного Да. представителя вообще быть никаких не должно. Вы, наверное, обратили внимание, Мария Алексеевна все время на онлайн-совещаниях подчеркивает, что причина изъятия детей по семейной бедности, по тому, что родители куда-то ушли, оставили бабушки, тети и так далее, они вообще должны быть забыты, и за это нужно наказывать коллег, когда за отсутствие, например, дома необходимых ресурсов ребенка забирают. Нужно помогать семье, чтобы они у нее были, а не забирать ребенка. И тогда будет меняться эта ситуация. Вот, поэтому, пожалуйста, помогайте коллегам, они в одиночку с МВД не справятся. Спасибо большое. Ваше замечание очень ценно. Зинаида Семеновна, Такие замечания. пожалуйста. Я тоже немножко расскажу о нашей жизни. У нас год Надо микрофон. проходит 3732 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Из них, конечно, большая половина – это дети-инвалиды. Но у нас реабилитация вся проходит с родителями или законными представителями. Очень много приходится работать с родителями, чтобы они, я, грубовато иногда говорю, вот хотели бы оставить ребенка, уйти, потом прийти, получить хорошего, но так же не получается. И потом это с другой стороны, вот психологическая сторона, они же не знают, что делать с этим ребенком. Это очень большая травма получается психологическая, когда родитель узнает, что с ребенком что-то не так. Вот, это тоже много работы проводится. И сложно, да, вот сложные дети есть, которые
с психическими заболеваниями. Вот недавно в этом году приходила девочка 9 или 10 лет, которая состоит на учете, и 2 года она нигде не была. После нее у меня 4 человека остались более такими видимыми травмами физическими. Ну, они же непредсказуемые, где укусить, где еще что, а просто вот плевки или еще что-то, это даже не считается. И я очень рада слышать, что у вас там, я знаю, что психиатров у нас очень мало, физически вас не хватает, и рада слышать, что дополнительные у вас ставки, еще будет служба психотерапевтической помощи. Когда вот мы родителям говорим, надо вот с ребенком сходить к психиатру, знаете, они как обижаются, они не идут. И вот как-то нам с вами вместе надо их находить и с ними ненавязчиво или как-то в каком-то новом уровне пообщаться. И вот детей с ментальными нарушениями у нас переходит где-то вот 25%, которые с поставленными диагнозами. И где-то 30 и более процентов это речевые нарушения. А завтра он заговорит, не заговорит, и о чем заговорит, мы тоже не знаем, да. И также детей еще где-то вот 10-15%, наверное, тяжелыми множественными нарушениями развития. Там тоже в какую сторону выйдет. Да, у них бывает, что и психически нормальные, интеллектуально сохранные, но, конечно, большинство случаев это вот наши с вами пациенты. Поэтому, да, вот психологическая, психотерапевтическая помощь очень нужна семьям, детям. Есть, ну вот до СВО довольно много пап приходило тоже на реабилитацию, потому что не всегда мама справляется с ребенком. И тем более им же надо заниматься. И каждое наше занятие, оно как бы открытое. И наши все психологи, дефектологи, педагоги, ну теперь уже привыкли. Это же, помните, наверное, все в школе учились, когда открытое занятие, это волнение, кто-то придет, будет смотреть наши занятия. А у нас это вот все занятие такое, и параллельно идет консультация к родителям. Вот. Ну и также у нас есть ресурсное отделение ранней помощи, где вот приходят родители с детьми от 0 до 3 лет. Там, конечно, ментальные психиатрические диагнозы детям не ставятся, если там грубых таких нарушений нету или какие-то генетические нарушения, как синдром Дауна и прочее, да. А остальные это как после 3 только узнаешь, как там ребенок. Или он может быть просто гиперактивным, или может быть да, какие-то речевые нарушения или еще что-то вот такое. А вот после 3 оно все-таки наблюдается, тогда надо уже предметно вот этим заниматься, не ожидая 5 лет, как раньше говорили, да, вот до 5 подождем, а завтра уже школа, а ребенок у нас вообще никак не готов, ни психологически, ни речевому, ни по общению. Ну, поэтому вот такая наша работа. А по ранней помощи, конечно, приходят там в основном родители, ну, дети бывают с инвалидностью с роддома, но их не так много, да, по статистике. Приходят семьи с детьми группы риска. Это родившиеся малым весом, тяжелые роды, тяжелые беременности, ну или еще там, это педиатры нам, патронатная служба к нам направляют. И ну, тоже, конечно, вся работа тут, конечно, идет с родителями, начиная от обсуждения рутинной жизни, ну и заканчивая специфическим тестированием в основном и консультацией, как работать с родителями. Поэтому наша вот общая задача в нашем случае, чтобы не очень благоприятных детей не отказывались и жили дальше. А дальше как? Дальше вот у нас в прошлом году открыли отделение учебное сопровождаемое проживание для детей с ментальными нарушениями, те, которые домашние. Дома их любят, лелеют и приводят, и чуть ли 14-летнего ребенка, ну, с памперсами редко бывает, а вот то, что с ложечкой в рот есть, даже дети вполне физически сохранные и не умеющие есть твердую пищу. Они у нас оставляют, и через 21 день, ну, утром приводят, вечером забирают, и в конце вот этого заезда говорят: ой, оказывается, он может это, он может то, он может так-то, так-то. Ну вот это вот отношение к детям, которые вот с такими нарушениями. И поэтому вот протяжении, пока ребенок растет, надо с ним заниматься и в любом учреждении.
Поэтому желаю нам и вам всем благополучия наших пациентов. Спасибо. Уважаемые коллеги, сейчас хочется снова предоставить нашему дорогому гостю, наверное, так скажем, Я так вижу. как бы я бы хотела обозначить вас для всех присутствующих, но это вы тот человек, который сегодня, вот говорят же, есть люди, которые приходят и зажигают определенный факел, да, Не знаю как. векторов развития и так далее, да. Это президент межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, Аистенок. Название прекрасное, Аистенок, оно вот прямо вот откликается в душе. Это город Екатеринбург. Я сама училась в городе Екатеринбурге, закончила Уральский государственный педагогический университет, поэтому очень люблю Урал и город этот свой. Лазарева Лариса Владимировна. Спасибо, Елена Павловна. Дорогие коллеги, рада приветствовать вас. Но так как немножко у нас пошло не по плану наше выступление, потому я немного сокращусь и быстро... Нет, это не моя презентация. Нет, это не ваш. Давай, там не наша презентация, где мы представляем. Следующий, да, следующий слайд. Давайте вы. Угу. Ну, я быстро расскажу, кто мы. Да, мы представляем, как бы я не отдельную организацию представляю, мы все здесь представители так получилось, что выездная бригада оказалась у нас из представителей только общественных организаций. Мы все встроены в структуру межведомственного взаимодействия, так или иначе каждый из нас, из представителей, и как психологи, так и руководители организации, с субъектами системы профилактики очень тесно взаимодействуют. Значит, кто мы, если общественная наша организация «Аистенок», мы работаем с 2003 года, и основным направлением была миссия нашей организации – это сохранение родной семьи для ребенка и профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия. Целевые группы – это семьи с детьми в трудной жизненной ситуации и беременные женщины, стоящие на распутье по рождению ребенка, и женщины и дети, в отношении которых применяется семейно-бытовое насилие, и специалисты сферы детства. Мы проводим обучающие семинары, стажировочная площадка является у нас, ресурсный центр наш является стажировочной площадкой для специалистов, в том числе специалистов, имеющих в своем организации, имеющих в своем составе приюты для женщин с детьми. Вот так. Угу, настройте мне. Угу. Туда, не туда. Вот. Основные направления – это у нас помощь семьям в трудной жизненной ситуации, работа с родными семьями и работа по содействию семейному жизнеустройству детей и детей, оставшихся без попечения родителей. И отдельно у нас развитие профессионального сообщества, в том числе мы здесь представляем как раз выездную бригаду, которая содействует развитию такого направления, как приюты для женщин с детьми. И вот особенно на семинаре прошу, если будет возможность, поприсутствовать на нашем семинаре, где мы будем уже более подробно, чем на круглом столе, рассказывать про всю структуру приютов, как создать с нуля приюты. И если у вас будет возможность такая, пока здесь все присутствующие представители власти и представители министерства, я хочу сказать, что вдруг у вас будет возможность строительства республиканского центра и приют, в том числе приюта, да, для женщин с детьми, то это такой отличный ресурс для профилактики семейного неблагополучия и профилактики социального сиротства, когда женщины, основная причина у женщин – это отсутствие жилья, и они могут временно на реабилитацию попасть в такие центры, потому что то, что представляет Ольга Михайловна, не сможет все потребности закрыть в вашей республике. Дальше. Почему мы здесь? Ну, с 2003 года мы развиваем комплексную помощь семьям с детьми, развиваем услуги в зависимости от того,
как мы начинали работу. Работа у нас строилась в начале с 2003 года по профилактике отказов от детей. Мы выходили в роддома и, изучая причины отказов, помогая женщинам изменить решение об отказе, мы понимали, что в первый же год работы, в 2004 году, мы выступали перед органами власти и сказали о том, что самая основная причина отказов – это отсутствие жилья у женщин, отсутствие постоянного жилья. Естественно, это экономическая ситуация и психологическая, и потому необходимость не строить, а хотя бы открывать приюты, либо переформатировать, если они имеются в какой-то уже государственной структуре, просто выделить под это места. Мы проводим конференции, являемся специалистами по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства. Дальше также представляет здесь организацию «Благотворительный фонд волонтеров «Помощь детям-сиротам», но не руководитель, а психолог Юлия Курчанова. Они работают с 2007 года, это город Москва. Приют работает с 2011 года, и они содействуют тому, чтобы сохранить семью для ребенка, и каждый ребенок в нашей стране мог воспитываться в семье. Целевые группы также дети с опытом сиротства, кровные семьи с риском и фактом отказа либо отобрания детей из семей, замещающие семьи с детьми, и, конечно, общество, на которое очень влияет общественное мнение всей системы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Направление деятельности: профилактика социального сиротства, помощь детям в учреждениях, содействие семейному жизнеустройству и реформа сиротских учреждений, изменение общественного мнения. Это в основном занимается и продвигает эту службу руководитель организации волонтеров «Помощь детям-сиротам». Дальше. Почему здесь находится данная организация? Потому что имеет длительный и разносторонний опыт работы с кровной семьей. С 2010 года занимается очень активно в сфере профилактики социального сиротства. Имеет экспертизу и также является стажировочной площадкой, проводит супервизии. И если есть потребность в данных услугах, в супервизиях, то мы, в принципе, все организации наши, присутствующие здесь, мы согласны супервизировать какие-то трудные случаи и рассказывать, в том числе не только как психологи, у нас есть в штате психотерапевт, и мы работаем непосредственно клинические психологи, то есть мы можем работать и с семьями именно с ментальными особенностями, имеет интерес к пониманию ситуации в регионах, и законодательная деятельность большая ведется волонтерами в помощь детям-сиротам. Представляет ассоциацию Максора Владимир Васильевич Жишков, он уже выступал здесь, да, работает в Новосибирске и в Новосибирской области с 2000 года, одна из старейших организаций в нашей стране. И они реализуют проекты, которые также направлены на сохранение родной семьи и преодоление семейного кризиса. Да. Более 20 лет имеет в своем составе такие приюты для женщин с детьми «Голубка» и «Маргарита», и где они представляют услуги временного проживания для женщин с детьми. Специалисты организации также сопровождают семьи во избежание изъятия ребенка из семьи, сохранения ребенка, профилактика отказов от детей, и совместно с муниципальными и государственными учреждениями они реализуют много проектов. Каждый год разные виды помощи получают более 700 семей. Ну вот, наверное, так быстро, кратко я рассказала про наши организации. И хочу сказать, что еще раз акцентировать внимание на то, что приют для женщин с детьми, и именно в рамках его мы сюда и приехали, чтобы рассказать про деятельность, да, концепцию, как они устроены и какие возникают трудности при работе с семьями в трудной жизненной ситуации. Они являются большим подспорьем, большим ресурсом в сохранении родной семьи для ребенка, снижению случаев семейного неблагополучия, как у вас, наверное, в республике, если у вас будет эта активная работа вестись, снижение случаев социального сиротства, изъятия детей из семей.
и профилактика отказов. Ну, профилактика отказов, такие замечательные у вас за 3 года результаты. Мы, например, когда начинали в 2003 году, у нас были отказы, тогда еще даже здравоохранение не вело статистику отказов, да, и когда были только количество родов, да, это было по городу Екатеринбургу, было более миллиона у нас населения на тот период, и было только в городе Екатеринбурге 256 отказов, да, и из них первый год работы нашей мы смогли спрофилактировать 18. Да, то есть это, да, это там небольшой процент. Сейчас у нас по всей области чуть менее 27 отказов. Ну, по крайней мере, еще год не закончился. Я не могу сказать точную статистику. То есть, ну, уменьшилось довольно... А? Да. Да, в 10 раз уменьшилось, да, это именно и работа как общественных организаций, естественно, это работа центров кризисных беременностей, которые очень активно сейчас работают по профилактике и абортов, и по профилактике отказов. У нас в каждом роддоме есть психолог, который выходит на отказы, и те психологи, те роддома, в которых нет психологов, они вызывают нашу организацию, мы выходим на отказы, помогаем, содействуем также снижению показателей этого критерия отказа от детей. Что, если переходить к женщинам с психиатрическими диагнозами, то мамы у нас с психическими расстройствами и с умственной отсталостью, это в основном выпускницы 7 и 8 вида интернатов, и в приют к нам попадают они. Я не могу сказать, что мы большие специалисты именно в работе с ментальными нарушениями, с женщинами, у которых имеются ментальные нарушения. Но психологи расскажут, как Яна Владимировна, наш психолог, так и Юлия расскажет о том, как мы непосредственно работаем с этими семьями, с этими женщинами, с детьми, и как мы сотрудничаем в рамках межведомственного взаимодействия, как мы передаем эти семьи, и в том числе наоборот. К нам они попадают как по самообращению, когда мы диагностируем и понимаем, что мы полностью не можем помочь, так как в рамках нашего приюта нет медицинских работников конкретно, которые там проживают, и нет вечерних, например, администраторов, да, которые могут проследить за состоянием мамы в любое время, да, суток. Вот, потому мы рискуем, принимая ее в семью, принимая ее в приют. Да. Также у нас к нам попадают по направлениям субъектов системы профилактики, когда нам звонят органы опеки и просят, например, приютить беременную женщину, либо женщину, уже родившую, у которой нет еще нет 18 лет, которой. И тогда возникает много вопросов, но мы берем на сопровождение, хотя в критериях у нас в нашем положении мы не должны брать несовершеннолетних и женщин с психическими заболеваниями. Также мы не берем с алкозависимостью в острой фазе, только с ремиссией. Да? Вот. Но исключения всегда из правил бывают, потому что мы представляем общественные организации, и мы идем на такие исключения, чтобы сохранить семью, потому что органы опеки хотят сохранить ребенка, хотят не изымать ребенка у этой женщины и просят временно до ее совершеннолетия, чтобы она жила в приюте. Это конфликты с родными, когда на одной территории не могут ужиться именно женщины, имеющие психиатрические заболевания, и то же самое возникает, либо это самообращение в наши центры, у нас 4 кризисных отделения, у волонтеров помощь детям-сиротам одно кризисное отделение, да, имеется в виду дом стационарное, да, у Владимира Васильевича 3, 2 в организации Максора, да, и одно в центр вместе, да. И также здесь упомянули еще Солнечный город. Вот, это как раз организация, которая помогает и содействует и профилактике отказов, и устройству во временное проживание. Они предоставляют свои помещения для подкризисное отделение. Дальше, что еще вот хотелось сказать, что
Так, да, особенности диагностики, они очень отражаются на родительской функции и на взаимодействии с проживающими внутри стационара, и, соответственно, возникают разные конфликты. В связи с этим рекомендуется иметь постоянного администратора, который будет всегда на связи, и не только разрешать конфликты между проживающими женщинами, но и вовремя оказать медицинскую помощь, вплоть до того, что вызов скорой помощи. Мы об этом вот сейчас будем разговаривать, и Яна Владимировна, психолог, расскажет про те случаи, когда мы своими силами не всегда можем, потому что это общественная организация, есть психологи у нас, есть клинический психолог, есть психотерапевт, но они же все в стационаре не проживают, потому мы с ними консультируемся. Если интересно, у нас есть 2 перинатальных центра, центра кризисной беременности, это городской и областной. В городском центре кризисной беременности, куда тоже поступают женщины, у нас с ними тесная связь, они могут нам передавать. И там работает, в городском центре работает психотерапевт, который также у нас работает по ГПХ, устроен с 2005 года довольно долго, и все консультации проводит. У нас в этом плане ресурс закрыт. Да? Есть у нас областной перинатальный центр, он же Центр кризисной беременности, где работает клинический психолог, который в штате у нас в договоре ГПХ у нас с 2009 года. То есть довольно долго мы сотрудничаем и передаем этих женщин друг другу, как на проживание, так и на сопровождение дальше медицинское. Сейчас я хочу передать слово Яне Владимировне, психолог нашей организации, и она более подробно расскажет о самой работе с женщинами с ментальными особенностями. Там не видишь, может встать? Поставить. Да. Ну, более подробно я расскажу в семинаре по работе. Метапрезентация. Да. Как мы работаем, какие там моментики, нюансы есть. А здесь буквально, может быть, коротко или... Хорошо. Да, давайте так, хорошо. Да. Можно тогда как-то комментарии? Да, я Потому думаю, что что вы можете как-то в порядке свободного микрофона сейчас основные обозначить какие-то направления, о чем вы будете говорить на семинаре. Мы призываем принять участие. Вот после обеда в 14 часов состоится семинар. Вот у нас онлайн слушает достаточно много народу, просто мы их не видим. И хочу попросить присутствующих предоставить предложения, рекомендации круглого стола. То есть по итогам этого мероприятия от общественной палаты будет и от фонда подготовлены рекомендации. Поэтому ваше предложение прошу направить. Там, я думаю, спасибо Павловна, да? Там лучше брать. Да. Мы соберем и Но, да. Тогда Пожалуйста. еще одну минутку, я скажу. Ничего страшного. Тогда я скажу, о чем будет семинар. Да. Если мы переносим основную часть работы с ментальными, мы там придется нам коротко это рассказать. Мы не вставляли в презентацию именно семинара это, да. Но у нас будет концепция создания приюта, будет рассказано про ресурсы, какие нужно иметь ресурсы в самой территории, какие нужно ресурсы иметь кадровые и внутри самой организации. Дальше будет рассказано про опыт наших организаций по устройству приюта, какие семьи, социальный портрет женщин, которые попадают в приют и их потребности в услугах. Также будет уделено особое внимание нормативным актам, на основании чего можно открывать приют, на основании чего он работает, функционирует. Также будет работа со случаем, это методология, которую, в принципе, все должны знать, когда ребенок вместе, мама и ребенок ставятся в центр работы всех служб профилактики, и на это будет акцентировано внимание. Но, естественно, все вопросы, которые возникнут в ходе семинара, мы постараемся ответить. Если не хватит нам время, то мы ответим онлайн обязательно и письменно виде. Спасибо. Лариса Владимировна, правда, только сегодня и только у нас. Вы получите уникальный опыт. Да, мы готовы делиться всем, что мы знаем.
условия нашей работы. Спасибо. Вот у нас те участники, которые находятся в онлайне, предоставилась такая прекрасная возможность задать вопрос нашим экспертам и присутствующим. Поэтому вы можете написать в чате, вот мы сейчас через некоторое время уже будем подходить к завершению нашего круглого стола. А сейчас я Можно ли обращаюсь- все-таки прокомментировать? Есть вещи, которые как-то не хочется умолчать, если можно. Нет, конечно, мы вам слово предоставим. Вот Просто это я хочу, хорошо. чтобы обратная связь была от наших участников присутствующих Да. здесь очно, после того, как вы обозначите свои, Да. как говорится, основные. Я сейчас не хочу говорить про то, что будет после, тем более, что я сама теперь уже не знаю, что там нас ждет, но что-то необыкновенно интересное и увлекательное, и, возможно, про как раз особенности работы с женщинами, родившими детей, у которых есть психические или, как мы говорим, ментальные особенности или заболевания, или состояния. Терминология есть разная, но суть одна. Я в этом смысле как-то предлагаю некоторый наш опыт, который у нас там тоже уже довольно продолжительное количество времени формировался, о том, что здесь это, конечно, отдельная специфическая работа, и нам здесь много чего надо учитывать. Но я сейчас тут умолкаю, чтобы не тратить время. Я думаю, что мы найдем этому время вот как раз, видимо, во второй половине дня. Но потому что сегодня звучало здесь, мне хотелось бы дать несколько каких-то таких комментариев или вещей, на которые я обратила внимание. По нескольким докладам, видимо, они у меня такие получаются, адресные отклики, да, и какие-то размышления, идеи на этот счет. Первый момент связан с темой профилактики отказов и предабортного консультирования. Тут у меня возникло несколько мыслей, которые мне кажутся очень важными. Первое, это когда мы работаем, вижу, что в регионе это прям такая горячая тема, мы чуть даже не поменяли тему круглого стола неожиданно на ходу, и я понимаю, что она явно так заряжена и является очень важным, но что мне кажется здесь большой ценностью, что консультанты, психологи, которые являются медицинскими, я так понимаю, психологами в центрах в этот момент, должны быть, на мой взгляд, очень точно и правильно ценностно сориентированы. Все-таки мне важно, чтобы вот как-то звучала идея не того, что мы их уговариваем, а того, что мы им помогаем принять взвешенное решение. Это первое, что мы делаем. Потому что если мы уговариваем женщину, не готовую к родительству, забрать ребенка, мы создаем проблему на следующем шаге. Это риск инфантицида, извините, никому не надо, да? То есть детоубийство. И это риск оставить ребенка в опасности. То есть все-таки наша задача не уговорить, а помочь увидеть вместе с мамой и, собственно, маме самой увидеть, где ей могла бы быть нужна помощь, поддержка, при каких условиях ее решение могло бы поменяться. И тут еще следует важный вопрос. Второй, никогда эта работа не будет эффективной, если мы не решаем социальные вопросы, идущие вкупе с этим. Почему мама отказывается от ребенка? В большинстве случаев, хоть и не во всех, речь идет о невозможности где-то жить. И это как раз вопрос приюта следует из этого. Это может быть вопрос материальный, и тогда возникает вопрос, на какие средства я буду содержать ребенка, при какой материальной поддержке я смог бы это сделать, потому что если эта женщина одинока, то она не сможет заработать денег, и она вынуждена с этим ребенком дома сесть. Да? И, соответственно, нам важно понимать, а как мы здесь можем поддерживать. Но в этом смысле, я так понимаю, у всех наших 3 организаций, которые здесь представлены, всегда, кроме психологической помощи, предполагается некоторый пакет, или тут, может быть, у нас по-разному организовано, но некоторое и материальное, может быть, не денежное. Это не одно и то же, да? Но адресная материальная поддержка на момент, пока женщина подращивает этого ребенка и может как-то наладить свою жизнь, и потом уже там будет следующий шаг. Она пошла на работу, ребенок в социальный институт и так далее. Да?
Вот. Ну, это вот в общих чертах, но мне это кажется принципиально важным, да, что вот без этой компоненты профилактика отказов теряет смысл. Вот. Это то, что вот касается темы профилактики отказов. Я услышала, что есть серьезная проблема с специалистами, с медицинскими психологами. Психологов может быть много, медицинских психологов может быть мало в регионе. Да? И мне кажется очень важным тогда как-то создать возможность, опять же, не знаю, в чем тут трудность региона, есть курсы переподготовки для психологов, которые могут там, по закону это явление существует, не знаю, как оно реализовано на практике, это годовые курсы обычно на 1500 часов, психолог проходит эту переподготовку и становится клиническим психологом. Это вполне такая, мне кажется, возможность недолго, не 5 лет с нуля, а опытных специалистов, которые уже в теме, которые уже работают руками, но не имеют вот этой достаточной квалификации, да, все-таки решить этот вопрос и стать специалистами, которыми, может быть, даже уже по факту они и являются. Они уже, может быть, работают в этой теме, и, может быть, это лучшее решение, чем молодой специалист, только что получивший образование. Да. Вот, это вот относительно этого момента. Еще одна очень важная тема – это тема ресурсных семей. Затронула коллега из Берегини, простите, забыла, как вас зовут. Да? Анастасия Николаевна, да. Я очень поддерживаю эту идею. Она сейчас звучит по регионам и действительно очень часто звучит снизу как потребность. В этом смысле не сверху как идея, а снизу как потребность. Что это такое? Это семьи, которые могут прийти вовремя и спрофилактировать попадание ребенка в учреждение. То есть они являются такой стационарозамещающей технологией по сути своей. Особенно актуально плюсую к детям, если это совсем новорожденные, это поможет избежать серьезного травмирования. Но здесь много сложностей. Сложность номер один – эти семьи важно подготовить. Важно, чтобы эти семьи понимали, что такое временное устройство, понимали задачи этого временного устройства, помогали ребенку поддерживать и сохранять отношения со своей исходной семьей, чтобы она не оторвалась, и чтобы эти дети туда могли легко и относительно безболезненно вернуться, когда там решится неблагополучие или как-то решится социальная ситуация ребенка, или, как вы говорили, найдутся другие родственники из дальних каких-нибудь регионов, которые пройдут школу приемных родителей, будут готовы полноценно принять, например. Да? Главное, что вернуть обратно конечно, в семье, вот, я об этом и говорю. Самое сложное явление. Но это явление, хочу сказать, существует. Оно трудное, но существующее. Есть семьи, которые готовы быть именно, выполнять именно эту роль. У нас в фонде есть такие семьи, которые прямо сейчас временно воспитывают детей по разным причинам. Да. Еще очень важна специализация этих семей, потому что одно дело экстренное размещение. Прям сегодня выявили ребенка, его сегодня надо поместить в место учреждения, в семью. Понимаем, что это одни ресурсы. Другие ресурсы. Ребенок-подросток выявлен. Третья сторона – ребенок с особенностями, связанными там, с уходом, созданием среды, созданием условий. Понимаем, что уже у нас появляется такая профессионализация этих семей, да, и необходима здесь подготовка, необходимо это учитывать. Ну, в общем, это направление тоже для как-то размышлений, для того, чтобы тоже это надо учитывать, что это не так все тут может быть просто. Ну и плюс важно поддерживать постоянно, обновлять информацию, потому что месяц назад они были готовы к приему ребенка, а сейчас нет, потому что что-то случилось. То есть это должна быть информация актуальная. Да. Да, иногда и так, да. То есть мы должны быть озабочены тем, что мы там мониторим эту ситуацию и обновляем актуально, понимая, то есть, опять же, кто-то должен это делать, обзванивать, узнавать, а как там у нас, пусть их там 20, 30, 50, не знаю, сколько у вас в регионе таких семей будет, но это тоже может быть большая работа, да, вот как это, актуализация этой базы. Эта база не мертвая, она живая, потому что семьи живые, да. Вот.
я должна уже закончить срочно, да? И не сказала самого, конечно, главного, но скажу в одной фразе, может быть, все остальное как раз на вот после перерыва. Вы знаете, есть такая идея, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Как, по-моему, так скорее это психиатры. И объясню, почему я так думаю в свете нашей задачи. Несмотря на то, что мы же, да, находимся на такой земле, где вроде про бриллианты, но нет, психиатры нам важнее. Потому что вот эта грань между тем, что ребенок здоров, и он перестал быть здоровым, грань между тем, что я здорова как мать и перестала быть здоровой, вообще-то очень условно. Мы вчера с коллегами про это много говорили. Бывает, нужна помощь не только тогда, когда это разворачивается большая психиатрия. Мы вот про это тоже понимаем, что здесь у нас случаи как раз невыявленные могут быть. Вот, да, когда нужна помощь, потому что стресс, когда нужна помощь, потому что дезадаптация ребенка к школе, когда начинаются какие-то процессы трудного поведения, когда это все еще не развернулось во что-то ужасное, но уже нужна помощь. В нашей ментальности психиатры – это какие-то ужасные врачи. Ужасные, да? Нет, только не они. И мы тоже про это здесь сегодня говорили. Здесь очень много задач по дестигматизации профессии, по формированию приверженности вообще обращаться к психиатрам. Ну и большая работа, наверное, у психиатров тоже разворачиваться в сторону такой социально ориентированной поддержки клиентов, пациентов, у нас клиентов, у психиатров пациенты, чтобы вот ценностно это стало важным, скорее помочь им остаться в социуме, да, потому что ценности в этой сфере тоже в разные времена бывали разными. Если мы с коллегами видим именно так нашу задачу, как сохранение максимально возможной социализации для этой женщины, остаться в обществе и сохраниться как женщина, как мать, как человек, в конце концов, и как полезная единица общества, то, похоже, мы делаем одно и то же дело, и мы найдем взаимопонимание. Вот, наверное, вот, извините, если долго, но... Спасибо, Юлия. У вас все, знаете, исходило такой из глубины души, от сердца. То видно, что пропитано вот практикой работы, все так. Конкретные судьбы и так далее. Поэтому, думаю, после обеда тем, кто посетит этот семинар, очень... Можно я скажу про профпереподготовку? Как бы тут есть объективные, объективные сложности, потому что есть районы у нас, где вообще не живут люди, у которых есть психологическое образование какое-либо, поэтому там некого переподготовить. Вот это вот первая проблема, это районная, конечно, да. Вторая проблема – это профстандарт. Профстандарт, как известно, медицинского психолога до сих пор не принят. Да, да, а тот, который есть проект сейчас, там четко написано, что это психология, либо психология служебной деятельности. То есть, а у нас большинство это педагоги-психологи. Поэтому педагоги-психологи даже при прохождении профпереподготовки не могут работать в медицинской организации. У нас есть такое понятие, как ФРМР, Федеральный регистр медицинских работников. Это как бы база, ну, портал, да, который не принимает такое образование. То есть его туда не загрузить невозможно. Ну, вот кажется, это вот может быть, такая это свежий проблема. закон, и, возможно, Да. это временные трудности, потому что реально он оказался сильно ограничивающим. Ну да, да. И, возможно, здесь какие-то... Хотя эти педагоги-психологи, может быть, очень компетентные, Вот да. Коллеги, будут ли еще какие-то, может быть, выступления или комментарии, вопросы? Да, пожалуйста, Вера Владимировна. Еще хотела добавить, что по линии, опять же, уполномоченного по президенте Российской Федерации наша республика вошла в пилотный проект по направлению протокол сообщения диагноза. И мы сейчас совместно с Минздравом, с Министерством труда, социального развития, общественными организациями, значит, разрабатываем дорожную карту по внедрению вот этого проекта. Да, то есть с того момента, как обнаружился диагноз еще у неродившегося ребенка, семья берется на сопровождение, затем, когда рождается ребенок, о том, как этично сообщить диагноз, далее передается вот так же, вот, как в службу ранней помощи, то есть
от начала до конца и сопровождение с общественными организациями. И уже у нас обучены 2 клинических психолога из медицинских организаций, которые сейчас проходят обучение. 2 дня они обучались в Москве, сейчас продолжают заочное обучение, и они будут обучать далее до конца года 70 врачей, как раз таки вот по этому направлению, а в следующем году еще 100, ну, то есть охват до 2000, ну, там вот мы как раз дорожной карте сейчас разрабатываем, сколько должны обучить врачей. То есть практически каждый врач, он должен этому обучиться. Ну, то есть вот, То есть по-прежнему Да, не- актуально, да, да. фраза, да, кадры решают все, да, и эта нехватка, между прочим, идет во всех регионах, не только клинических психологов, психотерапевтов, Ну, но и обычных психологов, обладающих разными методиками работы с семьями в трудной жизненной ситуации, семьями в кризисе, семьями в целом. И любая ситуация или любое обстоятельство может из одной категории мгновенно стать социально опасной, например, трудной жизненной, смерть там супруга, либо болезнь матери, либо, не дай бог, болезнь ребенка, и все, и семья становится уже на грани социального благополучия. Хорошо. А если не будет никаких выступлений, коллеги, еще раз обращаюсь. Может быть, есть еще выступления? Да, пожалуйста, Ида Афанасьевна Белых. Это у нас ресурсный центр же, да? АКФА. Да. Я эксперт общественной палаты, работаю в ресурсном центре, в фонде. И сама по профессии врач-невролог, 27 лет отработала, и поэтому мне очень близко и понятно, о чем здесь говорится. И мне как-то атмосфера, вот, ну, наверное, к такой тяжелой теме сложно сказать, что понравилось, да, но мне вот как-то, я прочувствовала, что есть очень глубокий вот профессионализм и такая вот глубокая заинтересованность, что ли, и такое хорошее взаимодействие налажено, да, и тем более вот я услышала, что оно многогодичное. Я немножко хочу с другого конца зайти, как вот, как со стороны общественной организации. Мы можем предложить помощь по социальному проектированию. Вот я знаю, что по линии Минтруда 3 новых НКО есть. Ну и вообще все, вот кто желает, да, там можно привлечь деньги и вот привлечь общественников. Потому что у нас в каждом улусе есть общественники же. У нас более 2000 организаций в Республике Саха, да, и активных из них 200, которые не нулевые сдают отчеты. И все они хотят работать, и все они ищут проблемы, и все они ищут целевые группы. И поэтому мы как раз как ресурсные центры могли бы быть посредниками, что вам таких людей в улусе, ну, хороших подсказать. Вот. И про проблему, конечно, я хочу сказать про алкоголизацию, потому что вот тут слышала, что и по нашей статистике 80% вот этих вот семей все-таки причина социального сиротства, ну, не знаю, как в других регионах, но у нас алкоголизация стоит на первом месте. Поэтому вот по профилактике алкоголизации мы тоже можем предложить помощь, наша общественная организация. Мы вот как раз в 2023 году с Берегиней начинаем, с курсами повышения квалификации с институтом мы соглашение подписали, весной начнем курсы вот как раз для социальных психологов, которые у нас в прошлом году остались без курсов. Педагогов мы обучили, а вот соцпедагоги у нас остались как бы необученные. Поэтому технология формирования вот этих рефлексов, привычек, образа жизни, она же ведь изучена давно. И благодаря, между прочим, физиологии, наши физиологи русские уже это все всему миру показали, поэтому это не так сложно. Новых детей, вот маленьких детей из таких вот сложных семей направить на правильный, сказать, образ жизни, да, помочь формировать правильные ценности, убеждения и те же привычки. Это вот можно как раз с такими заинтересованными, с такими увлеченными, любящими детей специалистами можно. Мы предлагаем обучить социальных педагогов. Ну, пока вот так. А, конечно, проблема, она, ну, как сказать, многогранная, потому что это, конечно, больные семьи. Это больные семьи, это не отдельно мама больная, не отдельно у ребенка есть проблемы. И поэтому хорошо, что вот подключаются медицинские психологи, подключаются психологи, что вот именно на оздоровление семьи.
Вот. А как отдаленная вообще вот с чего начать, мне бы хотелось, ну не знаю, может быть, это даже не в этого круглого стола осилить, а вообще как, ну вот, как общественные организации, чем могут заняться. Вообще престиж мамы надо поднимать. Вот этим маленьким девочкам рассказывать, что вообще как можно думать там об аборте, да, ты уже мама. Это же такая ценность, не каждая женщина может мамой быть. Какие там деньги, какое жилье. И когда мы вот на материальный уровень все опускаем, мне кажется, мы теряем вот самое главное зерно. Она уже мама, у нее сейчас есть шанс вообще вот это, с этим ребенком, ей открываются такие перспективы, такие возможности. Это вот и по человеческим законам, и по законам этики, и по законам духовным. Когда женщина становится матерью, у нее вообще глубокий, ну, чрезвычайный шанс дается полностью поменять жизнь и для себя, и для своего ребенка. И вот этот шанс не упустить, вот как бы вот с педагогами, вот на этот, медицинскими психологами, на этот вот уровень подняться, ценность материнства, мы тоже можем помочь. Вот, контакты мы возьмем и потихонечку, может, и такие какие-то курсы проведем для психологов. Вот, и мы, вот, ресурсный центр, работаем, конечно, всеми НКО, но у нас приоритет всегда педагоги и всегда вот, женщины, воспитывающие детей. Потому что действительно у нас детей мало, каждый ребенок – это ценность для нашей страны, и поэтому женщины, которые воспитывают детей, им хотелось бы всячески помочь. Но пока вот только с помощью знаний, пока мы можем, да, у нас нет таких ресурсов ни материальных, ни имущественных, и с большой благодарностью послушаем вот ваш опыт, почти 20-летний, да, очень хорошо, что вот, ну, такой вот круглый стол есть, и я услышала, что… Ну, в общем, будущие проекты я увидела здесь. Я подойду, контакты возьму. Спасибо. Ага. Ага. Угу. Добавить как раз к вашему выступлению. У нас будет на семинаре как раз… Я приду на семинар. О портрете, социальном портрете отказницы и вообще женщины, которые попадают в период и потребности в этих услугах. И у всех у них, там, ну, я по вопросу роли матери, да, у всех у них, как правило, разрушенные детско-родительские отношения в своей собственной семье. И, естественно, она не может это мультиплицировать на своего ребенка, пока ее не научишь этому. То есть в том числе это нужна большая кропотливая работа, индивидуальная работа по сохранению, по даже по детско-родительским отношениям, компетенциям, по привязанности, потому что, как правило, эти женщины, у них все это отсутствует. Ну, там же тоже я, там же, либо какие-то серьезные травмы, либо насилие в семье, которые мешают любви. Ну, если выявить, метод оздоровления же есть. У нас сейчас наука далеко пошла, метод оздоровления есть, просто надо диагностику сделать, да, на каком это уровне, в каком возрасте, 3-летний, 7-летний, там, какой принцип был нарушен, да. Ну все, да, есть над чем работать, ага. Да. Спасибо всем, кто выступал, спасибо всем, кто вот такую, ну, ношу, можно сказать, несет, да, помогает нашим женщинам, нашим матерям, которым сейчас трудно. Спасибо. Ида Афанасьевна является ярчайшим представителем НКО у нас в республике. Она обладатель грантов разного уровня, федерального, регионального, и мало того, они являются еще ресурсной площадкой, которая помогает НКО писать гранты, консультировать. Поэтому нам надо тоже, в принципе, учреждение взять на заметку, никогда не отказывают в консультировании, да? А вообще в Республике Саха-Якутия более 2000 общественных организаций, НКО, которые осуществляют ту или иную деятельность. Есть УУСны, это вот районы республики, которых в данном, вот я, например, могу отметить горный УУС, да, вот в этом направлении они работают очень тоже активно, у них есть разные проекты. И вот хорошо, что вот эта практика, фонд Ольги Михайловны, вот наша же основная задача запустить новые проекты, чтобы шло тиражирование, распространение, либо мы с учетом той практики, которую сегодня услышим, выработали еще, возможно, другую какую-то модель для работы, направленную на помощь нашим семьям с детьми и женщинам, попавшим в такую трудную жизненную ситуацию. И просто вот, в качестве информации хочу сказать, что недавно я вернулась в Вологодской области, где принимала участие на форуме сообщества, где мы посетили, значит, фонд «Дорога к дому», наверное, вы ее тоже знаете. И вот просто хочу как бы проанонсировать.
Есть очень хорошие разработки в плане именно по профилактике работы с семьями и безопасного детства. Они также работают на фонд Гордеевой, в рамках фонда обобщает эти практики. Вот есть целый сборник, который они собрали практик именно в Вологодской области. Да? И это, конечно, отдельная тема для разговора. И есть различные тоже проекты, которые они реализуют в рамках непосредственно своей работы фонда. И здесь надо отметить, наверное, участие непосредственно такой компании, как «Северсталь», которая оказывает непосредственное участие в реализации вот всех вот этих социальных проектов. Любой социальный проект в Вологодской области – это «Северсталь». У нас тоже в Республике Саха-Якутия должно быть так, что какой-то социальный проект – это та организация, промышленное предприятие, которое, наверное, ведет. Да? Я думаю, вот это тоже, на что мы должны на будущее как-то работать, потому что куда бы ты ни пришел, везде «Северсталь» значок. Вот везде. У нас такого, к сожалению, нет. То есть кое-где есть, но не везде. Вот поэтому к этому надо стремиться. То есть мы должны, наверное, и бизнес очень активно подключать, но это задача нас, общественников, общественной палаты непосредственно. Поэтому я вот, и резюмируя сказанное, хочу еще отметить, конечно же, и Новосибирскую область, город Новосибирск, известный во всех начинаниях, потому что Новосибирск в профилактике социального сиротства является стажировочной площадкой. У нас очень многие коллеги всегда выезжают по обмену опытом. Я думаю, что после нашей встречи сегодня еще раз к вам поедут по обмену опытом. Вы нас обязательно, пожалуйста, встречайте. Как родных. Да, и к нам приезжайте, как говорится. И на этой, наверное, ноте разрешите стол наш завершить. Ждем предложений по рекомендациям круглого стола. И после обеда возвращайтесь. 2 часа и подключайтесь. подключайтесь. И подключайтесь, уважаемые Удаленно. участники. Да. До встречи. Общее фотографирование делаем? Где? Давайте. В коридоре можно Давайте. сделать. В коридоре. Ага. Может, на подсветку ходит уже. Видим. Да. Новый центр Федора Попова. Там очень хорошо. Ну, я не знаю, там я не была, да? Ну, вот это же ходит Лида. Лида же нет?